Коллеги, здравствуйте. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Динамо Москва» Марцел Личко. Марцел, по традиции, ваш комментарий по матчу. Комментарий. Человек, понятно, счастлив, что сегодня нам получилось побеждать. Плюс еще с таким хорошим счетом 5 голов забили в игре. To značí, že tá realizácia сегодня, можно сказать, не была плохая, но я думаю, что мы могли использовать тих ситуаций с выходом 1-1 на вратара уже и в первом тайме больше, потому что мы там в первом тайме хотели играть более такой комфортный футбол, все мячи в ногу, очень редко движение за спину. И то меня не хватало, да. И можно сказать, что с начала игры, я честно скажу, когда Оренбург забил, так я думал, что это офсайд не будет, что это будет гол. И как бы эта ситуация была по-другому, 0-1, было бы нам, может быть, тяжело. Понятно, потом нам удалось там забить под конец 2 гола. 2-0 в тайм, так больше так успокоились. Ale mne tam nechvátalo, napríklad v prvém tajme bole takého toho riezkého dvíženia za spinu i bole tie vertikálne igry v stron varot. Mnogo myčí termazili, razвернулись назад и честно скажу, и když играешь с командой, которая находится на последнем месте, надо попросту играть быстрый, интенсивный футбол. Спасибо, коллеги. Давайте начнем. Марцел, с победой. Спасибо. По парагвайцам хотелось узнать, по защитникам. Оба сыграли за свои сборные, но Кассер сыграл матч с Локомотивом. Сегодня попал в заявку, но не вышел. Как их состояние? А по Бальбуэна он, получается, и с Локомотивом не был в заявке, и сегодня не был в заявке. Ну, почему? Хотелось бы узнать причину. Так они два прилетели в пятницу в 8 утра. No, to значит, приехали, можно сказать, там 28 часов, nebo 30 часов перед игрой. Fabi v prvej igre už u него получилась травма с голеностопом. Играл под уколами вторую игру в Колумбии. Поэтому Fabi сейчас вернулся, но не тренировался вообще и не знаю, если вообще будет готов к игре с ЦСКА. И Касарес это было потому, что приехал, устал, честно скажу, не хотел его вытягивать на поле, aby не получил какие травмы. То значит, более его оставил в скамейце, плюс еще потом у нас уже был счет комфортный, takže как бы такой отдых для него. Ну, я так понимаю, у Бальбуэна перед Локомотивом были какие-то проблемы с здоровьем? Там он сыграл 2 игры подряд и учувствовал хамстринги напряжения, да. И Локомотив играет впереди на быстрой контре, да, Пеняев, Воробьев, то значит, должен там делать спринты назад. И в той ситуации я попросту респектировал состояние Фабиho и сыграл лучше как бы с игроками, которые были как бы черствые, да, как бы здоровые, да. Takže by nebo byli gotovi na 100%. И там, я думаю, удалось хорошо тоже. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Марцел, добрый вечер. Поздравляю с победой. Спасибо. Один вопрос большой. По Гладышеву. Его сегодня не меняли вы вообще, но показалось, что он себя достаточно неуверенно чувствовал. И выход 1 на 1. Да, вообще он пытался забить как-то всю игру сам. Держал его на поле, aby забил гол, честно скажу. Потому что правда такая, že to bych ja должен больше заменять, и то by bylo Gladyho. Nebo já думаю, takže asi by bylo должен поменять больше Gladyho, než других игроков, но я его держал на поле, потому что был уверен, že tam какой-то мяч еще за спину, и он ведет, например, 1-1 с вратаром и забьет. Наконец это получилось, но, к сожалению, не забил. Tak uvěřen, že jeho mentálně nebude mnogo думать
следующей игре. Попросту иногда бывает, что есть такая игра, где ты не можешь забить, але надо быстро забивать и концентрироваться дальше. И работать, как бы на тренировках, попросту вернуться там вторник, среда, в четверг, работать индивидуально там на 10-15 минут завершения в штрафном. А Маухуб, это воспитательные меры после кубка? Не, потому что Мехди заболел, и он от пятницы вообще с нами не тренировался. Он вчера первую тренировку провел с командой. Так не хотел как бы его трогать тоже, честно скажу. Takže Bokov, on вернулся только тоже 2 дня назад, они не там с Колумбии, да, и он должен быть с нами тоже в Камейце. К сожалению, он сегодня утром пришел, и же его болит горло, takže тоже остался как бы уже на базе, да. Может быть, že если бы был Бок сегодня, takže bych možná tam na 10 minut Boka еще включил, ale хотел дать как бы шанс Глариму, aby забил ten 1 гол, no, так скажу. Пожалуйста. Марцел, с победой. Спасибо. Как вы находите игру Виктора Кишора? И в планах у вас есть поставить его на полный тайм или в стартовый состав с самого начала? Всегда решает игрок сам, потому что я слежу за игроками, ale надо сказать, že u Viti Kishora очень сильная конкуренция, да, там на этой позиции играет Битело, Караскал, да, это игроки высокие уровни. Ale já za něho очень рад, потому что он работает дисциплинованно. Сыграл неделю назад с дублем, тоже забил гол. Сегодня вышел хорошо, вышел плюс еще зase индивидуальная ситуация, которую он решает хорошо и еще забивает, takže zase taky маленькие плюсовые очка набирает. И все má své время, да. Ребенок делает прогрессы, надо добавить мышцы, да, aby byl чуть-чуть, как он еще такой ребенок, он еще высокий, да, такой худой, ale когда был шанс, сегодня видел, поэтому сразу тех 15-20 минут, как Дима Александров, так и Витя получили. Takže я как бы за него очень рад, красивый гол забил. Есть ли еще вопрос, коллеги? Давайте последний вопрос. Почему вы заменили Караскаля? Многие болельщики считали, что он будет признан лучшим игроком, но признали лучшим Бителло. Не обиделся ли Караскаль на это? И кого вы в раздевалке признали лучшим? Вы после каждого матча, кажется, там решаете. Видите, сегодня они не решал, кто был. Заменил, потому что, да, Кара забил 2 гола. Честно скажу, тоже... приехал с таким настроением, Марцел, я хочу играть, потому что asi знаете, že v последней игре он не попал ни в заявку, был на трибуне, takže был чуть-чуть злой с Парагваи, когда не играл. Но тоже приехал там в четверг в ночи, да, to značí видел, že 2 góly забил, была у него улыбка, довольный, tak už mu dal tak отдохнуть. Najvážnější, jestli byl nejlepší Bitello, Karaskal nebo neznám, Kutický, za mě to неважно, я очень рад за команду, что им получилось сегодня забить 5 голей, выиграть. Как бы это для меня najvážnější, как бы командный дух, и то je важно. Может завтра забьет, например, Витя Кишор 2 góly, да. Неважно кто, ale важно, že команда вместе победила. Спасибо, коллеги. Завершаем пресс-конференцию. Спасибо большое.